Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которая каждый раз приводит новых гостей. В нашей темной студии приходят новые люди, и деятельность которых может стать в любой момент интересна каждому из нас. И сегодня, еще раз, так случилось, что в последние 2 года я активно веду тему туризма, кроме как ЖКХ, каких-то чрезвычайных ситуаций и так далее, лесных пожаров, наводнений и так далее. Я веду тему туризма. Вот сколько себя я помню, в телевидении всегда говорили о том, что наша республика обладает уникальными природными ресурсами, обладает уникальными пейзажами, уникальной историей, да, которая интересно будет приезжим, интересно будет иностранцам, возможно. Дело в том, что мировая история, она перекликается вся. Вот грядущая буквально накануне этих выходных встреча лидеров 2 стран, она проходит в достаточно историческом месте на Аляске, где сплелась, скажем так, российская экспансия XIX века, да, 18-19 века, и американские интересы. И огромный вклад в это дело приложили так называемые пашенные. Назовем это так, да? То есть везде, где были русские поселенцы, везде, где были государевы люди, они пытались привнести свой уклад, засеять поле пшеницы, да, молоть зерно и так далее. И вот этот пласт, на самом деле, огромный, он заслуживает отдельного внимания. Не секрет, что все вот эта вот экспансия России, она непрерывно была связана с так называемым ямом. Джам, да, это некие аналоги почтовых станций, которые в то же время, это вроде и такси, это вроде и почта, это вроде и другие тоже функции. Новости. Да? Новости. Интернет. Интернет. Старинный интернет, на самом деле. И давайте я затяну что-то, представлю сегодняшних гостей. Это Ирина Егоровна Стрекаловская. Здравствуйте. И турменеджер, замечательный человек, на самом деле, в корне наш, который, еще раз, работал в Инфополе, Дмитрий Громов, который сейчас руководитель турподразделения крупнейшего перевозчика ЛОРП. Здравствуйте. Приветствую. Да. Я помню, вот мы вспомнили перед началом нашей программы пресс-тур по, скажем так, территории Хангаласского и Мегино-Кангаласского улусов, да, который несколько лет тому назад мы вместе проводили для журналистов, для блогеров. Так случилось, что именно Хангаласский улус стал средоточием каких-то туристических. Я помню первые проекты, там Самартай и так далее, и так далее. Да? Помню Ортодойду, который, вроде бы непосредственно близости от города, и посмотрите сейчас, какая там инфраструктура, зоопарк целый. Да? Чем Хангаласский улус, вот еще раз, может привлечь такого туриста выходного дня, да? Не такого туриста, который взял рюкзак и Давайте начну с Дмитрия, поскольку, еще раз, мы будем говорить о таком замечательном явлении, как внутренний туризм. Не такого туриста экстремального, вот, именно. А именно, и не матрасного, который на Таиланд поехал, и там лежит и коктейль пьет, да? А именно такого туриста, который хочет путешествовать, вникать в новое, но с комфортом. Давайте, вот почему Хангаласский улус? Вот немножко отойду от вопроса. Действительно, многие наши якутяне почему-то думают, что турист — это какой-то человек, который приехал за пределами нашей республики, у него рюкзак на спине, фотоаппарат тут, и он в панамке обязательно с бородой. На самом деле, развитие туризма у нас в Якутии, кто наш турист? Прежде всего, мы сами якутяне. Мы сами имеем возможности путешествовать как раз на тур выходного дня или же в течение определенных 3-4 дней во время отгулов или маленьких отпусков съездить куда-нибудь по территории нашей Якутии. Благо, у нас территория огромная. В радиусе от Якутска на 1200 километров, на 360 градусов это полностью наш регион. И куда пойти, в принципе, локаций много. Здесь, само собой, встречаются несколько факторов. Прежде всего, для того, чтобы туризм развивался, есть негласное вот такое правило. Человек, когда принимает решение о поездке, он задает себе 5 ключевых вопросов. Первое — это где размещаться, то есть где спать, какие отели, да?
что есть, то есть объекты общепита, что посмотреть, обязательно объекты показа какие, что делать, потому что не просто посмотреть, там надо что-то делать, какие активности есть, и что с собой привезти, кяги. Вот, если эти 5 факторов объединяются в одну определенную локацию, например, те же самые Ленские столбы, когда есть ответы на эти 5 вопросов, в этой локации туризм начинает развиваться. Это базовые потребности человека, то есть при принятии решения на поездку. И в этом плане, да, возвращаясь к уже вопросу. Доступность. Да, Хангаласский улус, он доступен. Прежде всего, нас еще кличат тем, что нас Хангаласских кличат тем, что мы асфальтовый Саха, потому что действительно есть уже с 80-х или 70-х годов асфальт. Открылись для якутян такие локации, как Булус, тот же Ортодойду, те же Ленские столбы и другие локации, которые у нас по Хангаласскому улусе есть. Начиная от Покровска почти до Синска, это как ривьера. На первой полосе везде турбазы. Там свободных земель ближе к реке почти что нету, потому что они все усеяны туристическим базам. Разной комплектации, разного уровня комфорта и разной ценовой политики. И в этом плане уже действительно у людей есть возможность выбирать. Как объекты размещения уже выбрали, там уже добавляются вот эти 3-й, 4-й вопрос, что посмотреть и что делать. Катание, сплавы, посмотреть Ленские столбы, съездить на Тукулана, посмотреть на бизонов. Все это, в принципе, в той доступности, которая есть. До Булгуняхтаха, почти 120 километров от Якутска, асфальт на любой машине может туда доехать. До Титаров с прошлого года грунтовая круглогодичная дорога также очень хорошо отремонтирована. И сейчас даже на маленькой машине, на паркетнике, можно туда доехать. И, соответственно, оттуда уже 30 километров Еленские столбы. И все эти турбазы, которые самые с таким прекрасным видом, там и находятся. И чуть дальше терра инкогнита, которая у нас ассоциируется почему-то только с картошкой, да? Синская картошка. Но исключая, скажем так, негативные вот эти индексы, да, опять же, трагедии с девочками и так далее, Синск для туристов, для большинства просто в силу своей труднодоступности остается, ну, вот, Да. правильно сказал, белым пятном неким, да? Да. Это граница Алекминского и Хангаласского, это... Да. Нет, Это через Горные можно туда, через Синюю речку. Сплавы-то уже давно. Давно, да? Давно, Да. давно. Я помню, как на моту, на тракторах возили, да, вот этих сплавщиков, и оттуда на Синюю, и прекрасные маршруты были. Да. Когда еще там не было так много туристов. Да, и вот если возвращаясь к терминологии, действительно, Синяя до сего момента — это история про спортивный туризм, про именно сплавы. Это другой продукт, это для людей, которые уже увлекаются Вот с этим. этими бородами, которые, да? Возможно. Да. Ну, не только. Люди, которые увлекаются уже сплавами, то есть уже спортивно подготовленные, люди, которые понимают, что надо ночевать в палатках, готовить самим еду. И эта история была не для массового туризма. Рыбачить. Да, и рыбачить. То есть быть наедине с природой с определенной физической подготовкой. Сейчас вот тот проект, который мы совместно начинаем делать, это история как раз непосредственно массового туриста, когда с комфортными условиями для неподготовленного любого человека, любого якутянина имеется возможность открыть для себя вот эти виды, которые ранее были доступны только именно в этом плане категории спортивный туризм. Кстати, Ирина Егоровна, а почему Синяя? Откуда вот это русское слово чисто в якутской топонимике, которое... Нет, это совсем не русское слово. Да. Это, говорят, это эвенское слово, которое сине, сюне. Ну, и поэтому... Но русские приехали, его переначали в Синск. Ага. Вот, поэтому это совсем не русское слово. Это синяя речка. Сине, сюне. Ага. И смотри, вот ты упомянул ривьеру вот эту, которая, да, и она же совпадает со старым Ямщикским трактом, который, который сохранился только в Хангаласском улусе. Если вот как Ирина Алекминском, да. и Ленский в том немножко. числе. Ну, 1743 год были установлены ямщицкие станции, куда были переселены русские крестьяне на ямщицкую службу. И был открыт
Иркутска якутский почтовый тракт. В Якутии 63 почтовые станции, и в Иркутской области тоже 63 почтовые станции, 126. Мы с Анатолием Анатольевичем Добрянцевым посетили все 126 почтовых станций в 2017 году. Все, Олег просто... Через помню это каждые, путешествие, да, да, через освещалось каждые это. 20-25 верст мы вот все станции посмотрели, что сохранилось, увидели. Помнят ли, к сожалению, у нас вот в Якутии помнят, до 1956 года шла вот эта лошадиная почта, именно тракт действовал. А вот с той стороны, с Иркутской, там многое не помнят. Подзабывается уже. Да, как-то там, ну, вот чем золотопромышленность, что ли, появилась, вот Подайбонин, вот это, и там как-то не как у нас, но у нас вот это сохранено. Люди живут, потомки ямщиков, сохраняют свою русскую культуру, хотя они уже говорят на якутском языке, но сохраняют свою русскую культуру. Это очень интересный, уникальный пласт вот, культуры Хангаласского района. Андрей Савич говорит, что вот именно Хангаласский район – это айкумена ямщицкой культуры. Вот территория ямщицкой культуры. И сейчас у нас вот идет 5-летие ямщицкой культуры по указу главы Республики Саха-Якутия, да? И на каждой почтовой станции вот что-то делается, чтобы возродить, восстановить, что-то сделать, чтобы помнили, что здесь был иркутско-якутский почтовый тракт. И работали люди. Работали именно такая-то сложная, трудная работа была. Вот и сейчас вот радует вот Улахан. Прямо музей под открытым небом делают. В Синске, Ямщицкое подворье уже сильно вот так работает прямо в низовьях вот Синей речки, где Синяя речка впадает в Лену, вот туристическая база уже современная, с домами, с нормальными условиями. И еще один момент, что где уже люди не живут, там открываются туристические базы. Все мы знаем сейчас Иланку, Иланское подворье, туристические базы, знаем Батамай. Перед Ленскими столбами, и там тоже туристическая база. Но это очень радует, потому что люди живут там. Раньше говорили Баганайдер, но сейчас мы обижаемся, когда говорят, что мы пашные. О, простите, Ирина Егоровна. Ямщики, потомки ямщиков, потомки государевых ямщиков. Почему государевых? Потому что наши предки давали клятву царю. Даже у нас есть вот этой клятвы текст, и мы сейчас на мероприятии используем его, читаем. Почему государевы ямщики? Потому что давали клятву царю, что до конца своей жизни они ему будут верны. Почта и, как вы сказали, интернет. То есть новости передавались. Новости, это же естественно. часть нашего функционала, да, то есть средств массовой информации в древности. То есть поговорка, как бабушка сказала, это получается, она обретает буквальный смысл. Да, да, то есть, да, потому что ямщик ямщику рассказывает. Почта же шла эстафетным путем. Передали вот эту почту другому. Новости все он рассказал, которые узнал за это время, да, пока. И тот вместе с почтой еще с новостями едет на другую станцию. Я впервые кругить на Ленские столбы поехал, наверное, в 5-летнем возрасте. Да? Там были старые теплоходы, то ли Россия была, то ли Кулибин был, ну, старые теплоходы. Да? Но я помню вот эту гальку и так далее, вот эти впечатления, когда вот этот пляж и отвесные скалы. Недоделанный какой-то продукт получается. Да? То есть приехали, храпим, вышли, какие там скалы, какие виды, фотографируемся активно, идем, активность какая-то. А вот между вот этими... А нынешний продукт, который товарищ Громов предложил, кстати, в прошлом году именно к нему я обратился, когда у меня вот начинание турслет, оно немножко подвисло, да? Круизное это направление, она в основном развлекательного характера. И тот продукт, который является, ну, последние 30 лет идет Якутск-Ленские столбы, она как раз под это подточена. То есть человек, начиная с борта теплохода, должен ощущать себя на отдыхе, чтобы расслабиться, развлекательной. Сейчас мы делаем упор, уже запрос со стороны гостей уже идет на культурно-познавательную часть. Не просто съездить, не просто
развлечься, но и что-то новое для себя подчеркнуть. И на самом деле, если посмотреть на карте России те туристические предложения, которые наш регион Якутия предлагает, то это в основном, да, северная культура, якутская уникальная культура, наша география и исторические моменты. Но посмотрев маршруты, вот тот же Синск, устье Синска находится от Ленских столбов, от местности Лабыджа находится 30 километров, то есть Да, буквально там недалеко. рядом же. А там есть определенный вот этот культурный код, который на поверхности лежит. И это действительно Айкумен, Хангаласский улус. Вот эта история уже сама собой, как пазлы, собирается в единый цельный продукт, который имеет культурно-познавательный характер, который действительно с настоящими людьми, с настоящей культурой, с носителями культуры, историей и с фактической географией все это связано, и поэтому такой продукт само по себе получился, и у нашего пароходства был запрос как раз-таки, как насытить или изменить наши маршруты по теплоходам, и, соответственно, таким образом получился определенный симбиоз, результатом которого является вот этот проект круиза Якутск-Синск. Начиная уже с момента посадки, вся тематика этого круиза посвящена ямщикской культуре. Полностью Ирина Егоровна со своим ансамблем, со своей командой непосредственно будут не только развлекать, потому что люди привыкли, что на круизе надо развлекаться. Но помимо этого, кинозалы, все свободные площади, там будут размещены уже культурно-познавательные части, лекции, мастер-классы, игры, викторины, все на тематику ямщиков, вплоть до кухни. То есть на кухне, на нашем прекрасном шведском столе также будут представлены акцентами уже непосредственно те блюда, которые являются исконно ямщицкими. Например, щи или холодец, или другие вот такие элементы не только русской кухни, но и непосредственно ямщицкой. Не надо рекламировать на самом деле вот этот тур, потому что ну, он уже заполнен. Да? Он уже заполнен. Первый, он заполнен. И я, наверное, белой завистью завидую тем счастливчикам, которые, ну, я люблю промо-вещи, вот эти промо-туры, пресс-туры и так далее, когда впервые впитываешь, пропускаешь через призму своих ощущений вот это. То есть параллельно Ирина Егоровна с коллегами, с земляками, с родными своими будет ехать с туристами и глубокое погружение именно в ямщикскую культуру осуществлять. Я правильно понял? Абсолютно верно. Угу. То есть чуть ли не стюарды будут в ямщикских костюмах. Ну, с элементами, да. С элементами. Да, с элементами. Картузах, да. У девушек платки. У девушек платки. У парней в ресторане также будут картузы, ну и так далее. Сапоги яловые. Но мы уже с самого начала в своих народных костюмах встречаем всех гостей с хлебом, с солью, с караваем. И там будет дуга ямщицкая прямо на встрече, где вот колокольчиками позвенят, бубенцами, и зайдут. Мы очень благодарны вот Дмитрию, да, вот Лорпу, что нас пригласили, потому что у нас задача стоит популяризация и пропаганда нашей культуры. Не все же знают, не все знают. Вот в Хангаласском улусе есть, ну, Багнайдер говорят, да? А мы же, стереотип такой. Ага, стереотип такой. И вот, чтобы люди поближе нас узнали, послушали наши песни. Это уникальная культура Средней Лены. Это уже давным-давно так говорится, да? Потому что эти песни уже не поют в России, они у нас сохранились. Это вот сейчас вот исследователи только что приезжали, да, если все нормально пройдет, они сделают экспертизу, и мы станем наследием культуры народов России. Вот как народ, вот ямщики, потомки ямщиков, как отдельный народ со своей культурой мы войдем вот наследие культуры России. Вот это было бы очень здорово. Собираемся мы поехать на Сибирский тракт. Вот в сентябре у нас предстоит. Тоже там пропагандировать свою ямщицкую культуру, которая была есть у нас в Якутии, и посмотреть, что там на Сибирском тракте. Дебесы, там этот музей Сибирского тракта, там тоже почтовые станции, которые сохранились от Сибирского тракта, да, потому что все наши предки, они пришли через Сибирский тракт. Вот это вот у нас вот еще предстоит, да. И вот это новый проект вместе на теплоходе рассказывать, показывать. Мы возьмем свой музей, ну, то, что у нас можно вот собрать, и там прямо
выставим, чтобы каждую вот это посмотрели, потрогали, что такое бубенцы, что такое дуга, что такое хомут. Даже вот детям-то это же очень интересно, которые все это не видят. Ну и самое главное, конечно, песни и хороводы. Хороводы, которые... И самое главное еще, оказывается, дело в том, что наши предки же говорили уже на якутском языке, но свой русский язык они сохранили в песнях и в хороводах. Потому что... А так бы они потеряли. Вообще свой язык говорили бы на... Ну, как якутском филолог я языке. скажу, что на самом деле хангаласский феномен, феномен я назову, он сродни русскому устью, да, который да. новгородцы приехали как в древних веках и основали русское устье, где сохранился уникальный пласт на самом деле вот этой Культурный код. культуры, да? Даже Да. старинный язык вообще. Да, поморский язык, который, назову это отдельным языком, потому что редкий русский поймет, что такое помора на самом деле. Там свои определенные акценты, свои определенные термины и так далее. И чисто техническим моментом. Синяя это всегда было про байдарки, про катамараны и так далее, и так далее. Да? У вас же, извиняюсь, глубокая осадка суда, которые... А как они туда пройдут, Вот. Дим? Главный комментарий сразу. Как теплоход зайдет на синюю? Да-да-да. На самом деле, немножко уже отвлекаясь также от вопроса, туризм у нас в Якутии может развиваться только сообща. Только при участии местных предпринимателей, которые находятся непосредственно на локации, и только с носителями непосредственно той культуры, которая есть. Поэтому данный проект также обязательно. Без непосредственно ансамбля и ассоциации Ирины Егоровны это невозможно. Это уже будет, сленговое слово, нетрушная история. Также теплоход, само собой, технически не может зайти. Он со стороны фарватера остановится у острова под Синском. Дальше уже, как у нас на круизе принято, по сменам питания. Первая смена заканчивает свой обед, и они выходят уже за палубу, и там их встречают местные предприниматели на водометах. И первую группу мы садим на водометы и уже начинаем идти по маршруту на 3 локации по реке Синей. Первая локация — это у нас непосредственно 15-18 километров, так называемый. Это там, где граница заповедной зоны начинается. Государственные инспектора выйдут и расскажут нашим туристам, почему Синяя является заповедной, почему она охраняется нашим государством, какие виды животных, флора, фауна есть и так далее. И это первая точка. Потом уже мы перемещаемся к непосредственно местному предпринимателю на турбазу, в которой есть возможность подняться наверх на Синские столбы по необорудованной звериной тропе. Подчеркиваю, необорудованной, поэтому необходима будет удобная обувь и непосредственно определенная физическая подготовка. Те люди, которые не рискнут подняться, у них есть возможность также отдохнуть на этой турбазе, там действительно очень красиво, а также можно порыбачить, там хороший перекат. Третья точка — это для наших гостей, это непосредственно Ямщицкое подворье, также от местного предпринимателя. Уникальное, также красивое место, очень хорошо оборудовано везде на этих локациях, как на турбазе на Синей, так и на Ямщицком подворье. Есть санитарные точки. Там непосредственно в Ямщицком подворье подготовлен поминутный сценарий, как мы встречаем гостей, какие там активности будут, и концерты, и хороводы, и конкурсы, и заваривать самовары, и все остальное. Раскрывать не буду, на одним словом там будет фестиваль. После этого уже все 3 смены вот так по данному маршруту, по 3 точкам мы на водометах перемещаем. И к вечеру уже также первая смена приезжает на свой ужин, и уже теплоход берет свой обратный ход до Якутска. И там прекрасно получится то, что если погода позволит как раз, если ясная погода будет, то как раз после ужина у людей будет возможность увидеть закаты на Ленских столбах, потому что путь-то все равно пролегает через Ленские столбы. Вода большая. Вообще хорошо. Вода нынче очень большая, у нас поэтому были достаточно большие ограничения. То есть, еще раз, у меня своя программа же, семейный туризм и так далее. Вообще я ставлю задачу, что люди, поскольку путешествуют, даже вылазку у нас по ягоды, да, можно считать актом туризма, да, потому что люди готовятся к обеду на свежем воздухе, они берут с собой необходимый свой транспорт и так далее. Там могут случаться определенные вещи. Городские дети нынче очень слабо подготовлены в плане
тех вещей, которые элементарно мы знали там, на уровне 1-4 классов, Да. в начальной школе. И представить себе современного ребенка, который знает, извините, как сориентироваться в лесу без помощи чего смартфона, да, это очень трудно. И задача еще раз была такая, чтобы минимизировать, скажем так, те потери травматологического какого-то, не дай бог, жизни, да, потому что нынче лето такое, что ощущение такое, что люди выходят за водой и пропадают. Ну, сколько этих... Столько потеряшек. потеряшек вокруг, сколько этих, и все это должно, ну, на общую одну какую-то задачу. Вот это вот звериная тропа. Я-то думал, это у тебя суперкомфортный такой, Нет. лухари такой трип, а оказывается нет. Это опять же нужно там какие-то лекции вводить, какую обувь, извиняюсь, от обуви Обязательно. зависит 90%, Да. поднимется он или нет. Если он будет в тряпичных кроссовочках, 95% того, что он остановится на полпути. Согласен с этим? Обязательно. Да. И нашим гостям, в принципе, уже есть запрос на активности, потому что на Ленские столбы у нас как происходит программа? 12 часов теплоход прибывает, и в 7 часов оттуда отплывает, отходит. И, соответственно, за 7 часов у людей есть возможность или подняться по оборудованной тропе на Ленские столбы наверх 2 километра 600, или же не подняться. То есть больше других активностей на Ленских столбах сейчас, к сожалению, нету, кроме чем развлечений на борту. И, соответственно, люди хотят больше, по-простому, активностей. И вариант, когда мы прорабатывали вот этот маршрут, вот именно эти элементы добавили. То есть посещение локаций, 3 локации, и возможность активности для тех людей, которые, у которых есть вот этот запрос. И поэтому подъем по звериной необорудованной экологической тропе — это опция, которая Для подготовленных. для подготовленных людей, да. То есть это стандартная туристическая вещь, когда делается базовый лагерь, ну, в данном случае да. это борт теплохода, который остановится, вот как ты говоришь, напротив Синска, да? И оттуда делаются, ну, радиальные вылазки, которые Да. по разным локациям. И либо это верх скал, либо это Ямщицкое подворье, либо это сами поющие скалы. Ну, последовательно, Да. да. В нашем случае пока последовательно, пока не радиально. И благодаря теплоходу мы решаем 2 ключевых вопроса, которые являются крупно и имущественно капиталоемкие. Это размещение и питание. Питание на уровне. На нашем теплоходе все прекрасно знают, что кухня просто потрясающая. Работает профессиональная команда, которая уже последние 15 лет работает. Все в восторге от нашей кухни. Ну и, само собой, размещение таким образом. И также Ну, комфортабельно. комфортабельно, да. Да, это Одно из самых ключевых, как Сергей Александрович, когда задавал задание поменять маршруты, это Сергей Александрович дословно сказал: обрати внимание на транзитные платежи. Что такое транзитные платежи? Это то, что через наших туристов будет оставаться непосредственно местным предпринимателем. И мы совместно с синскими предпринимателями, вот водометчиками, турбазами определили именно этот день, и мы не приходим в выходные, когда у них и так без лорпа или без нас есть свои туристы, свой поток, своя работа. Мы приходим именно в Вы тот даете день, подкачку в будни. подкачку в будни, да, тот день, когда они более-менее свободны и не ожидают потока. Ну, абсолютно согласен. Да, вот если реализуется вообще хорошее начинание и не остановится хорошая дорога на Титарах, да, Титары же, на самом деле, и на Батамае, да, а уйдет дальше на Синск, потому что, когда сидишь на Батамае, основной транспорт — это речной, да, вот эти вот Да. катера, которые идут на Синск. На Алёкминск, на Синск, Да, да? в этом году вода большая, поэтому только на лодках. Да. Только на лодках. А была бы дорога, скажем так, там же есть старая дорога Ямщицкая, которая, Ну, по берегу. Нет, фактически нет. ну, остатки есть. Ну, его дорога не считаю. Там вообще не ездят. Когда вода падает, они ездят по берегу. Нет, старая дорога, которая Наверху вы хотите поверху, сказать? да. А, ну, это Нету. не пользуется. Ну, мы залазили туда Ну, на если несколько дожди этих. будут, там вообще Да. необходимо. Дорогой, конечно, это назвать трудно, но еще раз, старину там же проходил Да, именно как раз летний был. летний тракт, да. Ага. И, в принципе, если, еще раз, амбициозный вот этот проект качественной автодороги до Синска и, возможно, до Алёкминска, да, исполнится, это будет работать на общие, скажем, хорошие цифры по Да. внутреннему туризму тоже. Потому что у людей будет выбор: либо ехать на прекрасных условиях, скажем так, речного круиза, да, либо
своим автотранспортом добираться до вот этих тех же локаций. Но большой поток все равно несет в себе определенные риски. То, что мы наблюдали буквально 3-4 года назад в Амгинском улусе, когда местные уже Бастовали. кричали о том, что да, уважаемые туристы, убирайте за собой, уважайте природу, будьте осознанными. Да? Сейчас, ввиду того, что уже амгинские предприниматели более-менее уже адаптировались, больше уже турбаз появилось, больше возможностей появилось, сейчас уже этот негатив уже более-менее снизился. Мы надеемся, что вот наш проект, который с теплоходом идет, на следующий год также пойдет уже в нашу регулярную маршрутную сетку. И это будет толчком, отправной точкой для того, чтобы местные предприниматели уже больше развивались. Когда есть стабильный поток, бизнесу всегда удобнее планировать. Согласен, согласен. И на самом деле, еще раз, я являюсь не то что свидетелем, я являюсь, наверное, участником тех позитивных изменений, которые вот от Улаханана, да, дальше двигаются. Там же не было, попросту говоря, электричества. Нету, до сих пор нету. Но Батамай же есть. Батамай появилась. Да? Батамай Да, появился, да, Батамай Батамай появился появился, широкополосный интернет, Батамай, извините меня, теплый туалет даже, который можно использовать, скажем, при маршрутах на зимние Ленские столбы и так далее. Опять же, вот точка общепита, место, где переночевать и так далее. То есть инфраструктура там развивается. Не только на Иланке, где Александр Сергеевич работает с родственниками, да? Не только в Титары, где тоже начинаются там постройки афреймов и так далее. То есть вот верно подметил, что вся вот эта береговая линия, она усыпана ведомственными и частными турбазами. Еще раз, государству всегда выгодно, чтобы население жило лучше. Он, ну, согласен, доходы просто реально увеличиваются там и так далее. Больше индекс, скажем так, удовлетворенности у населения. И поэтому, еще раз, вот этот процесс увеличения турпотока по этому направлению, он обоюдовыгоден и государству, Абсолютно. и предпринимателям, и населению. и населению, конечному пользователю вот этих всех благ. То есть есть же такое трудоустройство на севера, да? И многие молодые специалисты, они спрашивают, а там есть интернет? Если там есть интернет, они поедут. А там есть теплый туалет? Если там есть теплый туалет, они поедут. Да. Потому что какая им разница, где ходить в теплый туалет? Или в условиях города, или в условиях той локации, где они должны проработать по контракту 3 года. Дмитрий, подтверждением ваших слов. Простой пример – это подсветка на Ленских столбах и зимние Ленские столбы с позапрошлого года. Благодаря новому явлению, новому виду Ленских столбов, которые якутяне даже не видели, это вечерние Ленские столбы, подсветка. выручка у объектов по пути до Ленских столбов, например, та же турбаза Техтюр, тот же зоопарк Ортойду, у них посетительный поток увеличится на 87%. Потому что люди до обеда тут, рядышком, в зоопарке или в Техтюре катаются, а к вечеру приезжают на Ленские столбы. И все объекты общепита, объекты показа, посещения, у них у всех вот этот рост идет, потому что люди идут по этому тракту. Поэтому туризм, как бы он ни событийным или временным сезонным являлся, он является катализатором развития непосредственно бизнеса. Но есть определенные нюансы, которые мы до эфира еще раз рассматривали. Вопрос простой, бытовой — это туалеты. У нас в республике есть нормативы по открытию объектов твердых бытовых отходов и жидких бытовых отходов. К сожалению, на сегодняшний день они рассчитаны, исходя из параметра проживающего населения в этих населенных пунктах, без учета транзитного потока. Когда как Хангаласский улус, вот, например, если построить на Ленских столбах теплый туалет, то вывозить жидкие бытовые отходы, ближайшая точка — это Максугалох. Согласен. Только Максугалох. Региональный оператор, он будет забирать только с Максугалох. То есть 200 километров, 100 километров, извиняюсь, 100 километров везти фекалку. Это же какие затраты будут? Соответственно, в тех населенных пунктах, которые проходят вот этот тракт непосредственно до Синска, получается, необходимо изменить вот эти нормативы. Учитывать турпоток, который официально также зафиксирован в статотчетностях и в отчетностях Минприроды и Минтуризма. Это живые люди, которые проезжают по этому пути. Это живые люди, которые оставляют за собой и твердые бытовые отходы, и жидкие бытовые отходы. Поэтому в этих населенных пунктах нашим региональным властям необходимо пересмотреть эти нормативы и уже открыть новые полигоны для того, чтобы в этих локациях у местных предпринимателей была возможность
ну, на нормальных условиях вывозить и осуществлять вот эту деятельность по части бытового обслуживания. То есть вопрос на самом деле лежит именно на маленькой волевой моменте, как изменить подходы к полигонам. Некуда вывозить. Из-за этого у местных предпринимателей нет возможности сделать теплые туалеты или другие виды инженерных коммуникаций. Кроме как выгребных ям. Да? Да. Согласен. На самом деле, хорошие очень начинания иногда спотыкаются о Базовые вещи. вроде бы базовые вещи, да, ну, назовем даже низменные, да, потому что все, что ниже пояса, это немножко низменно. Давайте мы реально, вот я призову просто как обозреватель с огромным стажем, да, что ладно, вот вопрос свалки, вопрос водозабора и так далее, но туалетный вопрос, вот этот, если он станет препоном для развития туризма в том числе, а он уже становится, потому что, еще раз, гости там из центральных городов, из других регионов, они приезжают и говорят, у вас нет туалета? Мы потерпим. Это нонсенс. Это не есть норма. Это не есть норма. Это просто тупо будет, если человек будет думать, когда же, ему будет не до истории. Не до красоты. Не до красоты, не до восприятия чего-то нового и так далее. Поэтому я призываю в том числе и Дмитрия с коллегами подойти к вопросу очень комплексно. Я знаю, что у него потенциал есть, и не то, что решить вопрос с туалетами, да, а посмотреть, внести предложение и, возможно, консолидирующую какую-то роль сыграть для того, чтобы, еще раз, якутяне достойно жили, достойно получали, достойно работали и достойно отдыхали. В том числе на фоне восприятия огромного пласта местной, внимание, культуры, да, которая является частью просто нашей общей истории. Спасибо, Ирина Егоровна, за то, что приняли приглашение и пришли в нашу темную студию. Еще раз согласен, что хороших показателей вашей пятилетки ямщицкой культуры, которая объявлена у нас в республике. Дмитрию я еще раз свершение в плане, мы помним, он специалист, на самом деле, на многие вещи, да, то есть он консолидирует мастеров деревообработки, консолидирует мастеров, которые в сувенирной промышленности работают и так далее. И вот это начинание, я оценил его пока на 4,5 из 5, да, как обозреватель, еще раз. Просто я сам не ездил, сам не это, но дай бог в следующем году и так далее, я просто своими глазами увижу, в чем же фишка, в чем изюминка вот этого турпродукта, который турпродукт. Да. Туризм не может быть хаотичным, стихийным и так далее. Да. Везде должна быть система. Вот как ты сказал, 5 вещей, да? Да. 5 вещей. Давайте решим вот эти 5 вещей и получим хорошие показатели, которые, еще раз, даже тройственно выгодны всем вот этим государству, населению и предпринимателям. Программа «Один из нас». Мы говорили сегодня о возможностях развития внутреннего туризма, в том числе и в решении каких-то таких бытовых очень вещей. Увидимся через неделю.